Тема «Социальная структура казахского ханства». Сегодня мы узнаем о социальной структуре казахского ханства. Мы научимся описывать роль социальных групп в казахском обществе, определять особенности социальных групп, характеризовать деятельность ханов, султанов, биев, батыров в общественно-политической жизни государства. Сегодня на уроке мы должны исследовать следующий вопрос. Какова роль социальных групп казахского общества? Для начала узнаем, что означают понятия социальная структура и социальная группа. Социальная структура – это совокупность взаимосвязанных, взаимодействующих социальных групп, классов, слоев и отношений между ними, различающихся их положением в обществе и ролью в общественной жизни. Следующее понятие – это социальная группа. Это социально организованная общность людей, объединенных общими интересами, целями и совместной деятельностью. Сейчас мы с вами просмотрим небольшой видеосюжет и ответим на следующие вопросы. На какие социальные группы было разделено казахское общество? К вашему вниманию видеосюжет. Казахское ханство в 15-17 веках. В казахском ханстве все казахские племена были объединены в 3 жуза. Улы жуз – старший жуз, орта жуз – средний жуз, кіші жуз – младший жуз. В каждом жузе избирался свой хан. Это была вершина всей социальной иерархии. Ханская власть не всегда передавалась по наследству. Хан избирался султанами из числа их самих. Казахский хан правил страной и командовал войсками. Он имел свои небольшие военные отряды. Хан устанавливал места и маршруты сезонных кочевий. От его имени с населения собирали налоги. Между владениями ханов не было четких границ. Творить суд над чингизидами мог только сам хан. В казахском ханстве общество состояло из 2 основных социальных групп – ақ-сүйек – белая кость и қара-сүйек – черная кость. К ақ-сүйек относились только чингизиды, которые назывались султанами, и хаджи, считавшиеся потомками сподвижников Мухаммеда. Наряду с термином «султан» употреблялись также төре и оглан. Султаны не были ни казахами, ни узбеками, не относили себя ни к одному из тюрко-монгольских племен. Каждый влиятельный султан претендовал на улус. Правление в улусах давало султанам как военно-политическую власть над людьми, так и права распоряжения пастбищами и водными источниками. Все остальные группы общества составляли қара-сүйек. У этого народа қара-сүйек сохранялось деление на отдельные роды и племена. Предводителями родов и племен были бии. Только они обладали особыми правами судебной, административной и военной властью. Бии участвовали в решении общегосударственных дел, сообща являясь на ежегодные созываемые народные собрания. Для обозначения различных категорий простолюдинов употреблялось несколько терминов – карачу, караши, кулькутаны, шаруа, пукара, бухара. Карачу – юридически свободное лицо, обладающее личными имущественными правами. Богатый – бай, бедный – кедей. Богатство представлялось неотделимым от власти. В обществе казахов-кочевников была категория лично несвободных мужчин – кул и лично несвободных женщин – кун. Итак, правильно вы ответили на вопрос. Социальная структура казахского общества состояла из 2 групп – ақ-сүйек и қара-сүйек. Султаны, они же чингизиды, төре, ақ-сүйек,
не принадлежали ни к одному из родов и племен, были представителями правящей династии и составляли замкнутую сословную группу. К Аксүйек относились также представители духовенства хаджи. Чингизиды признавали их привилегированным сословием еще в XIV веке, когда в улусах Джучи и Чагатая ислам был признан официальной религией. На Курултаях также выбирали хана, выбирали старшего по возрасту из числа достойных уважаемых чингизидов, отличавшийся не только мудростью, но и ратными подвигами. Процедура возведения нового хана на престол заключалась в троекратном поднятии провозглашаемого на белой кошме. Только при выполнении этого древнего обряда хан считался избранным. Бии – предводители родов и племен, наиболее авторитетные люди, исполнявшие административные и судебные функции. Бии могли стать только люди, хорошо знающие обычное право и пользующиеся авторитетом среди народа, поэтому должность бия не была наследственной. К группе привилегированных особ казахского общества ханского периода можно отнести и батыров. Как титул это слово прибавлялось к собственному имени. Значение батыров профессиональных военных определялось их ролью в военной жизни, а также близостью ко двору хана или влиятельного султана. У казахов-кочевников защита личности и прав свободных лиц обеспечивалась не столько государством, сколько солидарностью членов рода. Член, от которого отступился его род, оказывался абсолютно беззащитным, становился как бы вне закона. Выполните 2 тестовых задания открытой формы. Молодцы, правильно. Потомки первых арабов-миссионеров, проповедников ислама, к ним относились хаджи, входившие в сословие Аксүйек. И второй вопрос. Не принадлежали ни к одному из родов и племен, не входили в систему жузов и стояли над обществом – это султаны. Таким образом, в казахском обществе ханского периода можно выделить следующие принципы. Казахское общество было разделено на 2 основные группы – Аксүйек – белая кость и Карасүйек – черная кость, различавшиеся не по экономическим, а по правовым признакам. Рода и племена входили в 3 объединения, называемые казахами – Улы жүз, Орта жүз, Кіші жүз. И казахское общество в основном было социально однородно. Аксүйек и рабы-кулы составляли незначительный процент населения. Урок окончен. Спасибо за внимание.